Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Ильдар Нуриманович, фамилия моя Баишев, я являюсь доцентом кафедры отечественной истории. Кроме того, также я являюсь председателем предметной комиссии по дисциплине история. И мы вам предлагаем консультацию по истории собеседования. Итак, собеседование по истории проходит в дистанционном формате. Соответственно, время собеседования 30 минут. И минимальное количество баллов, которые можно получить в этом собеседовании, 35 баллов. Максимальное количество, соответственно, это 100 баллов, как и в ЕГЭ. Но здесь, конечно, хочется обратить внимание на то, что те, кто, к сожалению, получает меньше 35 баллов, у них оценка неудовлетворительная, поэтому в конкурсе может участвовать только тем, кто набирает баллы свыше 35. Как вы понимаете, для того, чтобы в конкурсе участвовать успешно, необходимо набрать максимальное количество баллов как можно выше. Так, здесь, кроме того, видите, перечень разделов для собеседования, всего 5 разделов, которые охватывают период непосредственно нашей истории с древности до современности. Итак, для того, чтобы участвовать в собеседовании, вы входите через свой логин и пароль, вам их отправят на электронную почту. Соответственно, последующее посещение сайта под своим паролем вы меняете при первом входе в учетную запись. Как мы говорили, проходит собеседование в формате дистанционном в системе университета. Вы заходите на конференцию. Перед тем, как начать экзамен, необходимо показать документ, скажем, паспорт, чтобы мы видели, что это именно вы выступаете, да, вы отвечаете на вопросы собеседования. Поэтому необходимо, чтобы мы видели фотографии и фамилию, отчество в паспорте. И кроме того, также еще раз говорим о том, что время экзамена ограничено, у вас нет 2 попыток, не более 30 минут. Вы входите в свой личный кабинет, соответственно, заходите по ссылке на нормативные документы, внимательно их изучаете. Кроме того, также вы заходите в документ, который называется «Инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний». В этом случае вы уже непосредственно входите в систему, и, соответственно, мы с вами можем уже конкретно связаться. Обращаю внимание на расписание экзаменов. Расписание у нас есть на сайте приемной комиссии нашего вуза. Кроме того, пожалуйста, обратите внимание на то, что у нас отдельное расписание для тех, кто поступает на специальности бакалавриата и специалитета, а отдельное расписание на тех, кто поступает на специальности магистратуры. Это расписание проходит в разное время, поэтому, пожалуйста, не перепутайте. Смотрите расписание именно того направления, куда вы конкретно будете поступать. Итак, расписание здесь указано. Основной день для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля, это 23 июля. В этот период у вас проходит собеседование. А резерв для тех, кто не смог сдать в основной день, то есть 23 июля. Это, в частности, допустим, если вы, скажем, заболели, есть у вас справка, вы не смогли сдать, вы имеете право сдавать в день резервный. Но там время уже не до 22:00, а до 17:00. Тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Кроме того, также мы вам рекомендуем ознакомиться с программой по истории. Да, здесь вы на сайте приемной комиссии также находите историю собеседования и внимательно изучайте программу, по которой вы будете готовиться. Здесь указаны программы технические требования к вашему компьютеру, с тем, чтобы мы могли с вами связаться, с тем, чтобы была камера соответствующая, выход в интернет, и кроме того указано разделы истории, которые вы должны будете знать. Здесь в целом, конечно, указаны, как вы видите, да, все разделы. Мы говорили, вы изучаете разделы истории с древности до современности. Здесь вы можете видеть вопросы для собеседования. Тоже, пожалуйста, на эти вопросы обратите внимание, перепишите их. Постарайтесь внимательно их изучить с тем, чтобы вы были готовы ответить на каждый из этих вопросов.
Может быть так, что какой-то вопрос вы упустили, да, или какие-то вопросы знаете хуже. Вот, в этом случае вы идете на экзамен уже неуверенно. Вот, и может быть так, что именно попадет вопрос, который вы знаете слабо. Поэтому вы должны будете именно накануне экзамена изучать вопросы те, которые для себя считаете наиболее сложными. Итак, литература также довольно обширная. Ну, мы рекомендуем вам особенно вот литературу, да, из литературы книгу под номером 3, это учебник «История России» под редакцией 4 авторов, там Орлов, Георгиев, Георгиева, Силохина. Вот чаще всего абитуриенты пользуются этим учебником, он каждый год переиздается. Есть и другие учебники, есть учебники для школ, для вузов, вот, отдельно для бакалавриата учебники. Они должны быть новые, современные. И желательно, чтобы пользоваться учебниками разных авторов, потому что друг друга они дополняют. Ну и наконец, я также оставляю вам свои координаты, адрес моей электронной почты, номер телефона с WhatsApp, на который тоже можно обратиться для консультации. Если какие-то вопросы будут возникать, я постараюсь на них ответить. На этом мы с вами завершаем консультацию. Спасибо вам за внимание. Будем вас рады видеть в качестве студентов нашего вуза. Всего вам доброго. До свидания.